Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Правительство Якутии поддержит строительную отрасль в условиях санкций. Разработан план действий. 50 человек ежемесячно проходят реабилитацию после коронавируса в профилактории «Горняк». Как приобрести путевки в санаторий? Сегодня Якутия узнает сильнейшую команду по мини-футболу. В финале сойдутся сборные Усть-Алданского и Ленского районов. В условиях санкций правительство Якутии разработало план действий по поддержке строительной отрасли. Айсен Николаев провел совещание оперштаба, где обсудили строительство и реконструкцию объектов по нацпроектам и госпрограммам. В частности, рассмотрен ход текущих работ по кардиодиспансеру, онкодиспансеру, возведение школ по нацпроекту образования, а также благоустройство по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». В сложившейся ситуации с введением санкций решение надо принимать быстро, полностью менять подходы работы от стадии проектирования до самого строительства объектов, подчеркнул Айсен Николаев, обращаясь к членам правительства и представителям отрасли. В связи с удорожанием стройматериалов правительство Якутии разработало план первоочередных действий по поддержке строительной отрасли. Кроме того, правительство Якутии подготовит пакет региональных мер для поддержки экономики Якутска в условиях новых ограничений. В первую очередь эти меры направят на выполнение городскими властями социальных обязательств. Глава Якутии Айсен Николаев на рабочей встрече с мэром столицы Евгением Григорьевым рассмотрели вопросы, связанные с городским бюджетом, сохранением рабочих мест в предприятиях малого и среднего бизнеса, строительством социально значимых объектов. Тем временем в Нюрбинском районе внимательно следят за ценами на продукты питания первой необходимости. Каждый понедельник и четверг проводят мониторинг цен в магазинах Нюрбы. В целом резких повышений не наблюдают. Для дальнейшего контроля роста цен и завоза продовольственных товаров создана рабочая комиссия. На последнем совещании говорили о проблемах с поставками, но район, в свою очередь, озвучил готовность выделить средства и обеспечить завоз продуктов в ближайшее время. Острых проблем с запасами на складах нет. Наши предприниматели это потихоньку начали чувствовать по поставке продукции, поэтому оперативный штаб на той неделе должен выработать конкретные решения, как помочь нашим предпринимателям, как помочь нашим жителям. Сложности наших районов в том, что у нас две реки, весной и осенью отрываемся от логистической схемы, поэтому нам надо плотно и хорошенько думать в этом вопросе. С ресурсов за счет бюджета района будем помогать. В Якутске общественные наблюдатели вторую неделю контролируют рост цен на продукты в магазинах и на оптовых базах. В рейд с ними отправился и наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Сегодня под взор общественников попадают продовольственные товары первой необходимости. Это цены на муку, сахар, крупы, тушенку, молоко и другое. В связи с введением ряда зарубежных санкций по отношению к нашей стране, часть предпринимателей решила воспользоваться моментом и повысить цены на свою продукцию, которую они закупили еще ранее, когда курс иностранной валюты был еще ниже. И ссылаются, что поставщики поднимают свои цены. Потому что вообще сами поставщики поднимают огромные цены на закупки. Они чем аргументируют, что... Вообще, я не знаю, я непосредственно не общаюсь с производителями. Да, то есть они присылают письма о том, что у них происходит поднятие цены. И уже вот от этого отталкиваются. Действительно, рост цен на оптовых базах на основные продукты наблюдаются. Например, если на прошлой неделе 5 килограммов муки можно было купить за 190 рублей, то сейчас он уже стоит 240 рублей. Сахар был в пределах 100 рублей, сейчас 120-130 за килограмм. Это наблюдают и сами жители Якутска. Буквально за последние дни выросло все. Сахар стал уже за 100 рублей, и то его нигде нету. Что такое? Пришел, хотел сахара взять, нету нигде. И какие продукты еще не можете найти? Да продукты все есть. В основном, мало что-то. Смотрю, прилавки все полупустые, люди разгребают все, как будто с ума сошли. Да, немножко наблюдается рост цен. Есть такое. Тут даже не то, что рост цен, тут, скорее всего, нехватка кое-чего, да. Что касается сахара, допустим, муки сейчас сложно найти. Цены, сейчас, кстати, цены на макароны поднялись. Если с недельной давностью соотносить, то
На 20 рублей примерно подскочили цены. Можно сказать, и на мясо вот было, например, рулька была 165, стала 180, вода была 20 рублей, стала 22-30. И так можно перечислять каждый продукт. А на продукты первой необходимости, вот мука, сахар, гречка и вот... Сахар я набралась, так муку тоже беру редко. Ну, гречку тоже есть. Ну, в общем, вот, беру, например, колбасы. Тоже повышено. А мясо буджак вообще повышает каждые 3 месяца. Каждые 10-15 рублей. Все эти моменты общественники фиксируют в специальной таблице, где они ведут мониторинг. Все собранные данные далее будут направлены в контрольно-надзорные органы, которые, в свою очередь, будут применять карательные санкции в отношении злостных нарушителей, которые на пустом месте, используя спрос населения, прикрываясь санкциями, поднимают цены на уже завезенные продукты, которые они ранее закупили по меньшей цене. Мы выявили в 4 позициях повышение цен. Это, в частности, тушенка, соль, сахар, молоко и макароны. Мы ведем вообще сейчас таблицу цен, ежедневно мы ведем мониторинг. Каждый раз мы вводим по этим позициям обновленные данные, новые цифры. И в последние дни мы видим, что повышение цен идет примерно, в частности, от 3 до 7%. И все-таки мы сейчас напишем письмо в соответствующие органы надзора, чтобы исправить эту ситуацию, потому что они должны контролировать эту ситуацию и мониторить каждый день. Наша фракция внесла в Госдуму предложение о том, чтобы регулировать цены, чтобы была средняя цена по продуктам, чтобы могли все-таки ориентироваться на среднюю стоимость продукта на определенную позицию. Ну а если вы заметили рост цен на социально значимые продукты у себя в магазинах, то можете об этом тоже заявить региональным властям. Так, Госкомцен Якутии открыла горячую линию по приему обращений горожан, а также по номеру 508-026. Помимо этого, обращение можно отправить по социальным мессенджерам. Эти данные можно узнать на официальной странице ведомства. Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Якутск. Идем далее. 28 семей в Айхале переедут из ветхого и аварийного жилья в этом году. На это государство и Алроса направят 208 миллионов рублей. В прошлом году расселили 56 квартир по республиканской программе 7 многоквартирных домов. Жителям еще одного строения переезд только предстоит. По муниципальной программе 47 жителей домов на Октябрьской партии и поселка Дорожного получили компенсацию, а для 2 семей администрация приобрела недвижимость. Для этого Алроса предоставила 24,5, а государство 45,5 миллионов рублей. Напомним, о необходимости обновления жилого фонда и масштабном переселении людей говорил глава республики Айсен Николаев на форуме «Будущее алмазных городов» в прошлом году. Свыше 20 тысяч квадратных метров мы должны будем здесь расселить. Конечно же, вот тот снос аварийного жилья, который пойдет и по Мирному, по другим поселкам района, он достаточно серьезно улучшит. А в Ленске 129 домов газифицируют в этом году. Всего к голубому топливу желают подключиться 157 собственников. Газопроводы проложат на 16 улицах частного сектора. Напомним, бесплатно газ проводят только до границ участков. За строительно-монтажные работы внутри частной территории заплатит владелец. Также в планах на этот год бесплатно подключить 36 домов в микрорайоне Ханайдах к автономному газовому отоплению. Что тормозит подачу заявлений от населения, это то, что люди должны обязательно в течение 3 месяцев там, или даже 4 месяцев подключиться к газовым сетям. В противном случае будут им предъявлены штрафные санкции. Поэтому это сдерживает поступление. То есть те, кто могут именно конкретно в этом году газифицироваться, они подают документы. И подавать заявление заранее, исходя из этого, я не рекомендую. Далее, к эпидобстановке. 423 человека заразились ковидом в Якутии. За минувшие сутки из них 97 в Якутске. В Мирнинском районе заболели 35 человек, в Алданском 30, в Мегино-Кангаласском 25, в Татинском 22, в Сунтарском районе 19 случаев заражения. Еще в 24 районах от 1 до 16 заболевших. Более 3000 исследований на ковид провели лаборатории региона за сутки. Каждый месяц около 50 человек проходят реабилитацию после коронавируса в профилактории «Горняк».
Программа заработала с начала года. Какие процедуры советуют врачи медцентра «Алроса» и как приобрести путевки в санаторий-профилакторий, расскажет Анна Винокурова. Упражнения простые, но с трудом дается тем, кто не так давно перенес COVID-19. Лечебная физкультура и дыхательная гимнастика – одни из основ при восстановлении после болезни. Специалисты профилактория «Горняк» говорят, 60% людей нуждаются в специальном восстановлении после коронавирусной инфекции. Поэтому врачи медцентра «Алроса» разработали программу по реабилитации. Кроме ЛФК пациенты проходят электролечение, физиопроцедуры, циркулярный душ и ручной массаж грудной клетки. С начала года реабилитацию в Горняке прошли более 100 пациентов. В конце лечения, конечно, пациенты подходят и благодарят, потому что у них говорят, что общее состояние намного улучшается, активизируется больше, что одышка намного уменьшается. Конечно, люди и довольны. Марина Хадалаева из Арылаха со спортом дружит с детства. По сей день пенсионерка участвует в соревнованиях по волейболу среди ветеранов. Но коронавирус не пощадил спортсменку. Переболела в феврале. После было тяжело подниматься по лестнице и заниматься привычными домашними делами. На улице даже невозможно было куда-то сходить. А тут даже по лестнице хожу. Сказали, очень много хороших процедур. И дома никуда ехать не надо. И вообще персонал хороший. Врачи советуют начать курс реабилитации как можно раньше. В Горняке можно приобрести путевки на 21-дневный курс реабилитации. Также двухнедельный курс восстановления оформляют по АМС через Мирнинскую ЦРБ. Анна Винокурова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Золотую сваю новой больницы установили в Чурапчинском районе. Это стало возможным благодаря федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Это будет поликлиника на 350 посещений в смену. Медучреждение включает взрослую и детскую поликлинику, женскую консультацию, стоматологию, дневной стационар на 10 коек, терапевтическое отделение на 23 койки, отделение реабилитации и хозяйственный блок. Там разместят скорую помощь, гараж, склад и аппарат МРТ. Жители района долго ждали этого дня. Строительство нового больничного комплекса завершат в 4-м квартале следующего года. Особенно радует чурапчинцев появление нового кабинета компьютерной томографии. Сегодня у нас двойной замечательный день. Это у нас открытие компьютерного томографа, приобретенный в рамках программы модернизации первичного здравоохранения. И второе, это самое главное у нас в районе, это установка золотой сваи, строительство второй очереди нашего больничного комплекса. Хотим выразить от всего коллектива, от населения нашего района благодарность нашему правительству, что реализовали эту программу. Отдельно Министерству здравоохранения большое спасибо. Будем дальше развивать здравоохранение нашего района. И о спорте. Золотые медали чемпионата республики по мини-футболу сегодня отспорят команды Усть-Алданского и Ленского районов. В Ленске на паркете спорткомплекса «Карат» прошли полуфинальные встречи турнира. Усть-Алданцы в основное время со счетом 2-2 сыграли со сборной Якутска, а затем оказались точнее в серии пенальти. Хозяева соревнований со счетом 2-1 победили мирнинских футболистов. Таким образом, команды Усть-Алданского и Ленского районов встретятся в финале, а сборные Якутска и Мирного района встретятся за бронзу. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.